Музон представляет. И снова привет! Вы в пространстве, где звезды сияют не только на сцене, но и в жизни. Это проект Star Facts с Айжан Сиетеновой на телеканале Музон. История о победах, падениях и вдохновении. Все это ждет вас прямо сейчас. Не переключайтесь. Садраддин вырос в музыкальной семье. Его мать кабызистка, и она всегда поддерживала сына. Уже с 5 лет он участвовал в городских, республиканских и международных музыкальных конкурсах. Например, в 2015 году на конкурсе «Аялаган Астана», а в 2016 году на «Бала Дауса». После окончания школы парень поступил в Алматинский музыкальный колледж имени Чайковского. Стал активно вести блог, записывать каверы и продавать песни. Поэтому, когда весной 2020 года музыкант выстрелил с песней «Алия», это была не случайность, а результат многолетнего труда, к которому артист был готов. Он уже знал, какая музыка нужна слушателям, что такое сцена и как вести себя на камеру. Садраддин – парень из музыкальной семьи, к тому же воспитанный по исламским канонам в Шымкенте. Вдобавок к религиозности и добропорядочности приятная внешность, что без лукавства очень важно для поп-артиста. Тут хочется отметить, какую большую работу над имиджем проделала команда Садраддина за последние 5 лет. Глядя на него сегодня, вспоминаешь стильных корейских артистов, которых десятилетиями показывают по национальному ТВ. Так появился Садраддин. Казахская мечта поколения, выросшая на корейских сериалах. В истории Садраддина интересно то, что, будучи казахоязычным автором и исполнителем, он стал популярен благодаря песне, написанной на русском языке «Алия». И это не первый случай на казахстанской сцене. Вспомнить хотя бы ранние треки Райма, Симпа и «Двигаться», также написанные полностью на русском. Сам Садраддин, рассказывая о создании «Алии», упоминает, что сначала придумал мелодию, показал друзьям, и те посоветовали написать текст на русском. По словам артиста, свою музыку на русском он оценивал как требование времени и эксперимент с языком. В итоге с 20 по 22 год Садраддин выпустил песни «Грустный танец», «Дамма», «18 лет», а уже позже начал выпускать песни на казахском языке. Семья Садраддина – это мама, братишка и сестренка. Глядя на интервью и творчество музыканта, несложно заметить, какую важную роль в его жизни играет материнская фигура. Маме он посвящает теплые песни, поет о том, что счастье в домашнем кругу. На интервью рассказывает о дружеских отношениях в семье. В Казахстане, где базовая мечта выглядит как квартира и камри-сороковка, Садраддин достиг абсолютного успеха уже в 17 лет. Он купил 3-комнатную квартиру семье, да и камри к тому времени у него уже была. Именно с этих фото сейчас и начинается его инстаграм-страница. Сейчас основу его репертуара составляют песни о любви, музыку и слова Садраддин пишет сам или в тандеме. И тут удивительно, как верно работает его внутренний компас, потому что артист не плодит песни направо и налево, и каждая из них находит отклик у слушателя. В сентябре 2023 года Садраддин провел свой первый большой концерт с симфоническим оркестром в Алматы-арена. Через год он собрал 30 тысяч поклонников на центральном стадионе. А спустя 7 месяцев артист вновь выступил и собрал 12 тысяч своих слушателей. На сегодня все. Вы смотрели проект Star Facts с Айжан Сиетеновой. До встречи на телеканале Музон. Увидимся совсем скоро. Пока!